Казахстанским школьникам разрешат приносить планшеты вместо учебников. Асхат Аймагамбетов признался, что для собственного ребенка предпочитает бумажные учебники. Учителя не должны запрещать детям пользоваться планшетом или ноутбуком на уроках, если девайсы используются для чтения электронных учебников. Об этом заявил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов. Учебники с 1 по 9 класс будут доступны в электронном формате. Мы сейчас в инструктивно-методическом письме к началу нового учебного года этот момент отдельно прописали. Если родители хотят, чтобы ребенок пришел с электронной версией на, условно говоря, планшете или ноутбуке, то никто не должен ему запрещать. Это выбор самого учащегося и его законных представителей, сказал министр на пресс-конференции во вторник. При этом все дети должны иметь дома бумажную версию учебников, отметил он. Лично я своему ребенку дам бумажные версии. Может быть, я слишком традиционно настроенный? Я сам читаю бумажные книги. С телефонов и планшетов непривычно и необычно, поделился министр. Скачать электронные версии учебников можно будет на сайте Министерства образования и науки. В этом году по новым программам будут обучаться ученики 4, 9, 10 классов, а в следующем 11 классов, напомнил он. Продолжается работа с издательствами над обеспечением качества учебников, сказал глава ведомства. Издатели школьных учебников будут исправлять ошибки за свой счет. Согласно нормам по весу школьного портфеля, одобренного Минздравом, вес рюкзака учащихся 1, 2, 3 классов не должен превышать 2 кг. Вес портфелей учеников 4, 5 классов 2,5 кг. Для обучающихся 8, 11 классах норма веса ранца установлена в рамках 4-4,5 кг. Также обсудили тему в школу с 6 лет. Родителей пообещали не штрафовать. Родители 6-летних детей не будут штрафовать из-за того, что их ребенок не пошел в школу в этом возрасте. Об этом сказал министр образования и науки Асхат Аймагамбетов. Таких требований нет, чтобы ребенок, когда придет в 1 класс, должен обязательно уметь читать и писать. Программа 1 класса сделана с ожиданием, что дети приходят, не имея таких навыков и знаний, поэтому они в 1 классе изучают буквы, чтение, счет и письмо. Что касается 6-леток, норма закона есть. Я, как министр госслужащий, не могу говорить, что эту норму не надо соблюдать. Поэтому с 6 лет дети идут в школу, но это право родителей. Штрафов за то, что ребенок не приходит в 6-летнем возрасте в школу, у нас нет. Соответственно, никто никого не может штрафовать, пояснил глава ведомства на пресс-конференции в правительстве. Штрафы для родителей за прогулы школьников пояснили в Министерстве образования и науки. Отметим, что в Кодексе об административных правонарушениях есть статья «Невыполнение родителями детей обязанностей по воспитанию и обучению несовершеннолетних». Влечет штраф в размере от 7 месячных расчетных показателей около 17 600 тенге. Повторное нарушение в течение года влечет административный арест до 15 суток и штраф до 20 месячных расчетных показателей. Стоит отметить, что доступного пояснения о том, будут ли учиться 12 лет дети, поступающие в школу с 6 лет, нет. В Управлении образования Нур-Султана по этому поводу ранее поясняли следующее. Поэтапный переход на обновленное содержание образования по плану будет реализован в 2020 году. 0+4, то есть нулевые классы войдут в уровень начального образования. Таким образом, в 2020 году будет завершен переход на 12-летнее образование. В настоящее время в действующей редакции закона об образовании нулевые классы не входят в уровень начального образования, в связи с чем Министерство образования и науки будет вносить изменения в закон об образовании. Говорится в ответе Управления образования.